ассалому алайкум ҳамдиёрони азизу арҷманд. барномаи навбати матрица тақдими шумост. матрица ин нахустин хайтек лоиҳаест барои ҷавонони осиёи марказӣ. ҳамкори лоиҳаи матрица ширкати мобилии пешсафи Тиссел мебошад. барои онҳое ки ба ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетӣ одат накардаанд ва аз тамоми имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифода карданӣ ҳастанд, ширкати Тиссел тарофаи нақшавиро бо номи даркор таҳия ва роҳандозӣ намудааст. ҳамеша дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. ин ҳама дар нақшаи нави тарофавии даркор аз Тиссел. маълумоти бештар бо рақами 290 ё дар сомонаи tissel.tj. Тиссел боз ҳам муфидтар. имрӯз дар матрица занҳои ҷамоати хистиварзи вилояти Суғд касби электрикиро меомӯзанд. ловат роботе ки азиз будан мехоҳад, чун ҳамеша лайфхакҳои аҷиб. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Vuzix Blade чунин ном дорад айнакҳои воқеияти пуркардашуда ки ба истифодабаранда ҳангоми гашту гузор, хондани паёмакҳо ё фаҳмидани обу ҳаво ва ғайра кӯмак мерасонад. ҳамаи ин вазифаҳои смартфонро айнак дар як мижа задан иҷро мекунад. Ловат роботи ҷопониест ки намуди бозичаи бахмалинӣ дорад. таҷҳизот омӯзонанда буда чашмҳои калон дорад. робот баъди 1 сол ба фурӯш мебарояд. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо кунед? пас марҳамат ба медиапортали мо cw.tirov.org, бахши матрица ки дар ҳамкорӣ бо ширкати Тиссел таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳамарӯза пешкаши шумост. хонед, лайк ва шарҳ гузоред ва ба дӯстон равона кунед. матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. ҳоло бошад маълум кардед ки боз либоси ягонаи мактабии доно ворид карда шуд. он метавонад иштироки талабагонро дар мактабҳо назорат кунад. чӣ хеле ки The Verge менависад, чунин либос аз об наметарсад. он бо ду чип муҷаҳҳаз буда рафту омади талабагонро қайд мекунад. агар талаба мактабро пеш аз дарс тарк карданӣ шавад, ба устодон паёмак ирсол мекардад. инчунин баъзе аз чунин либос метавонад ҳолати хоб ё бедории талабаро назорат кунад ва барои пардохт низ истифода шавад. дақиқ кардани ҷойгиршавии талаба низ вазифаи ҳамин гаджет мешавад. ба иттилои баъзе аз манбаъҳо, чунин либос ҳанӯз соли 2016 ба истифода дода шуда буд. Vuzix Blade зиёд аз айнакҳои воқеиятӣ пур карда шуда. Vuzix Blade смартфонро аз қисса нагирифта ба бисёрии функсияҳои он имкони идора медиҳад. Vuzix Blade чунин ном дорад айнакҳои воқеиятӣ пур карда шуда ки ба истифодабаранда ҳангоми гашту гузор, хондани паёмакҳо ё обу ҳаво ва ғайра кӯмак мерасонад. ҳамаи ин функсияҳои смартфонро айнак дар як мижа задан иҷро мекунад. айнакҳои Blade ҳоло ба Google Glass монандӣ доранд. дар функсионал бошанд ба соатҳои доно. фарқият дар он аст ки барои гирифтани маълумот ҳатто дастро бардоштан лозим нест. албатта барои ҳамаи ин имконият бояд маблағ супорид ва арзиши он 1099 евро мебошад. истеҳсолгар боварӣ мекунад ки ин арзиш арзанда мебошад. ба ақидаи онҳо айнакҳои Vuzix Blade яке аз пуриқтидортарин дар бозор ба шумор меравад. навгони дорои протсессори 4 ядрогии ARM ва дисплеи шаффоф, инчунин слот барои корти microSD, модули Wi-Fi ва Bluetooth буда онро бо ишора низ идора кардан мумкин аст. ба ғайри ҳамаи ин дар боло зикр шуда, он барои камераи HD, микрофон бо хомӯшкунаки ғавғо мебошад ки муоширатро боз ҳам бароҳат мегардонад.
ловат роботи ҷопониест ки намуди бозичаи бахмалин дорад. робот баъди 1 сол ба фурӯш мебарояд. чӣ тавре маълум мешавад, ловат истеҳсоли ҷопон мебошад. ширкати Grow X роботи худро ба ҷои чашм бо 2 дисплеи ЖК муҷаҳҳаз гардонидааст. вақте мо роботро боло мебардорем, дучархи он пинҳон мешавад. ловат дорои камера, 4 микрофон, инчунин санҷандаи фишор, равшанӣ ва намӣ мебошад. аз рӯи нақша он дар охири соли 2019 ба фурӯш мебарояд, лекин аз ҳозир пешфармоиш додан мумкин. мутаассифона бозича нархи гарон дорад. арзиши он зиёда аз $3100 ташкил хоҳад дод. ҷамъи санҷандаҳо имкон медиҳад то робот рафтори соҳибашро омӯзад. барои ин ба он 3 протсессор ва 8 гигабайт хотираи муаққатӣ ёрӣ мерасонад. робот 4 килограмм вазн дошта, андозааш 43 бар 25 сантиметр мебошад. таҷҳизот тариқи Wi-Fi, Bluetooth ва шабакаи мобилии мубодилаи маълумот мекунад. ловат давоми 45 дақиқа ҳаракат намуда беноқил нерӯ мегирад. инчунин пойгаҳе бо 1 терабайт хотира имкони сабти амалҳоро медиҳад. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз T-Cell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. T-Cell боз ҳам муфидтар. чун ҳамеша дар бахши лайфхак маслиҳатҳои муфиди мо оид ба истифодаи смартфон аст. то ҳол акси зебо гирифта наметавонед ё нерӯи телефонатон тез тамом мешавад? пас аз лайфхакҳои мо истифода баред. «15 ошибок, которые сокращают жизнь вашего телефона». В наше время трудно представить себе жизнь без сотовых телефонов, но довольно часто наши гаджеты начинают барахлить уже через полгода после покупки. Это очень раздражает, но в большинстве случаев виноваты мы сами. Пора признать, мы не всегда обращаемся с техникой должным образом. Когда вы в последний раз читали инструкцию? Как правильно зарядить аккумулятор? Что нужно знать о защитных чехлах? Почему телефонные батареи так быстро садятся? Мы собрали 15 замечательных советов, которые продлят жизнь вашего смартфона. Номер 15. Заряжайте аккумулятор почаще. Вам приходилось слышать, что нельзя заряжать аккумулятор мобильника, пока энергия не упадет до нуля? Оказывается, это давно уже не актуально. Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи не имеют эффекта памяти, так что вы можете подзаряжать их когда угодно. Причина заключается в том, что многие производители измеряют срок службы аккумулятора по количеству полных циклов зарядки. Как правило, это около 400-600 циклов. Поэтому, чтобы увеличить срок службы батареи смартфона, нужно чаще заряжать ее. В идеале следует делать это каждый раз, когда индикатор заряда падает до 10-20%. Это увеличит количество циклов зарядки до 1100. Номер 14. Не держите телефон на подзарядке. Вы наверняка знаете, что вредно оставлять зарядник включенным после того, как энергия телефона восстановилась на 100%. Упс, мы вас снова подловили. На самом деле это еще один миф. Встроенный регулятор не даст батарее впитать больше тока, чем нужно, так что риск ее перегрузки полностью исключен. Но это не значит, что можно постоянно держать телефон на подзарядке. Аккумулятор должен иметь возможность поработать самостоятельно. Вот почему стоит держать заряд телефона между 40 и 80%. Это поможет продлить срок службы батареи. Номер 13. Не покупайте дешевые зарядные устройства и батареи. Дешевые батареи покупать небезопасно. Они могут быть низкого качества и не иметь встроенных регуляторов. Что касается неродных зарядников, бывали случаи, когда их использование приводило к пожарам. Еще одна опасность, которую скрывают дешевые зарядники и кабели, это риск электрошока. Поверьте, мы не занимаемся рекламой, мы просто заботимся о вашей безопасности.
Номер 12. Будьте осторожны со сверхбыстрыми зарядниками. Бывают моменты, когда нам необходимо зарядить телефон как можно быстрее, но мы советуем избегать устройств, которые способны сделать это менее чем за час. По крайней мере, проверьте, одобряет ли производитель вашего телефона использование подобных аксессуаров. Номер 11. Снимайте защитный чехол. Если у вашего смартфона громоздкий защитный чехол, это может привести к перегреву устройства и его батареи во время длительной зарядки. Видите ли, ассортимент чехлов так велик, что производители телефонов не могут предусмотреть все варианты. Поэтому если ваш защитный чехол не был куплен вместе с телефоном, лучше снимать его перед тем, как подключить зарядку. Номер 10. Время от времени разряжайте аккумулятор. Каждые 3 месяца рекомендуется разряжать аккумулятор до нуля, а затем сразу заряжать его до 100%. Такая профилактика поможет сохранить емкость батареи. Номер 8. Берегите телефон от переохлаждения. Вы можете возразить: тепло нельзя, холод опять нельзя. Когда же можно пользоваться смартфоном? Но мы не говорим, что холод и мобильники абсолютно несовместимы. Это не так. Просто ваша батарея проживет куда меньше на морозе. Так что по возможности старайтесь носить телефон во внутреннем кармане пальто. Если же кладете во внешний, то гаджет непременно должен быть в защитном футляре. Низкие температуры вредят аккумулятору, заставляя его перенапрягаться и расходовать энергию. Вот почему, как вы, наверное, заметили, батареи разряжаются гораздо быстрее зимой. Номер 7. Избегайте цветных обоев и регулируйте яркость экрана. Проверяя время, текстовые сообщения или пропущенные вызовы, мы всегда смотрим на главный экран телефона. При этом такая мелочь, как яркие и красочные обои, может сильно понизить заряд батареи. Поэтому лучше установить черно-белый вариант. Это поможет сохранить энергию аккумулятора. Кроме того, попробуйте уменьшить яркость экрана как минимум на 30-40%. Этого уровня подсветки вполне достаточно, чтобы видеть любую информацию на дисплее. Такое решение поможет значительно продлить срок службы батареи. Старайтесь не использовать максимальный уровень подсветки, даже когда находитесь на улице. Лучше включите автонастройку яркости, это позволит вам видеть экран даже в солнечную погоду. Плюс функция отключится сама через 15 минут. Номер 6. Следите за колебаниями напряжения. Если приближается гроза, немедленно выньте зарядник из розетки. То же самое касается любых электроприборов в вашем доме, иначе они могут испытать на себе весь гнев разгулявшейся стихии. Увы, это не миф. Сетевые фильтры должны защищать бытовую технику от перенапряжения, но они вряд ли выдержат удар молнии. В таких случаях мощность разряда может достигать нескольких тысяч гигавольт. Номер 5. Чистите порты и протирайте дисплей. Поскольку на большинстве современных телефонов установлены сенсорные экраны, наши пальцы гуляют по ним без передышки. Вот почему со временем дисплей становится весьма грязным. Чтобы протереть его, используйте безворсовую салфетку. Что бы вы ни делали, никогда не применяйте жидкость для мытья окон. Содержащийся в ней аммиак может необратимо повредить экран. К тому же, если вы носите телефон в основном отделении вашей сумочки, его порты забиваются пылью и мелким мусором. Это может вызвать проблемы с подключением. Особенно сильно засоряется 3,5 мм мини-джек. Дело в том, что сам порт довольно глубокий, поэтому если кусок пыли попадет внутрь, вы этого даже не заметите. Ну а когда вы попробуете включить наушники, вы только пропихнете мусор еще глубже. Чтобы удалить засоры, выключите телефон и тщательно прочистите все порты зубочисткой. Не забудьте обернуть ее конец кусочком мягкой безворсовой ткани. Ну и, конечно же, мы советуем вам отвести в сумочке отсек специально для смартфона. Номер 4. Держите телефон подальше от воды. Тут все кажется предельно ясным, но тем не менее многие смартфоны гибнут именно мокрой смертью. Если вы уронили мобильник в бассейн или в раковину, первое, что нужно сделать, достав гаджет из воды, это выключить его и, если возможно, вынуть аккумулятор. Также выньте все сим-карты и карты памяти. Затем положите все в миску с рисом и молитесь. Рис впитает в себя воду, и если вам повезет, ваш телефон останется в живых. Кроме того, не следует брать телефон в места с повышенной влажностью, такие как сауна или парилка, даже если он водонепроницаемый. Номер 3. Аккуратно обращайтесь с телефоном. Не кладите свой мобильный на приборную панель во время езды. Постоянная встряска и удары могут привести к серьезным повреждениям. Это случится не сразу, но со временем мелкие дефекты будут накапливаться. А еще старайтесь поменьше держать смартфон в руках в жаркую погоду. В сочетании с высокой температурой тепло ваших рук увеличит шансы перегрева батареи, а значит, ее быстрой разрядки. Номер 2. Не обновляйте программное обеспечение.
Для смартфонов известных брендов апгрейды программного обеспечения выходят примерно раз в год. Мы не советуем иметь дело с обновлениями, если ваш телефон был куплен больше, чем 2 года назад. Нет, мы не помешались на почве теории заговора. Поверьте, ваш гаджет действительно станет работать хуже. И дело тут не в жадных производителях, которые заставляют вас покупать новую модель. Просто технологии постоянно меняются, а ваш телефон нет. Может оказаться, что он элементарно не поддерживает такие улучшения. Вот почему, прежде чем начать установку, нужно хотя бы почитать отзывы других пользователей. Еще одна проблема с обновлениями состоит в том, что после их установки очень трудно или даже невозможно вернуться к прежней версии программного обеспечения. Так что если вам далеко до компьютерных гениев из сериала «Мистер Робот», советуем не рисковать и оставить все как есть. Номер 1. Пользуйтесь облачными хранилищами. Даже если у вас много свободного места на жестком диске, все равно лучше пользоваться облачным хранилищем. Это убережет память телефона от перегрузки и в целом улучшит работу гаджета. К тому же, если с вашим устройством что-то случится, данные не будут утеряны. зан электрик? бале, шумо дуруст шундед. занҳои ҷамоати хистеварзи вилояти суғд касби электрикиро меомӯзанд. онҳо мегӯянд ки бо ин касб боз як имкони маблағкоркуниро ба даст меоранд. айни ҳол курсҳои кӯтоҳмуддатро 15 нафар аз сутка рисодаанд ва байнашон ҳатто нафарони 50 сола низ қарор доранд. печкаи сятка дем, тифай, сони мана ва я газмол. дӯкончу мекушоем, ким биёрад мана сяткада метим. печка, газмол, тифай. این شاگردها من همشون بالایقت بودن. در مدت 3 هفته علاقه یک چند چیزهای تعمیر کرده گذاشتم آموختم. باز من حالی این درس ما 3 ماه که دوام میکند. در مدت 3 ماه به فکرم البته اینها کوشش غیرت میکنن که با یک چند نمودهای اسباب برقی تعمیرش آموزان اسامی عادی ترین الکتریک پلیت که ساکده تا کاندیشنر. ин буд барномаи навбатии матрица ки дар ҳамкорӣ бо ширкати мобили пешсафи тисел омода гардид. ҳамеша сарбаланду некном ва бо ширкати тисел бошед. тисел босам муфидтар.